Наркотики раскладывают по городу в маленьких пакетиках, а те, кому надо купить, знают, куда звонить и где искать. Целая преступная сеть. Заведено 2 уголовных дела в отношении жителей республики, которые в составе ОПГ под руководством неустановленного выходца из Средней Азии занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо создало на территории Республики Ингушетия организованную преступную группу, которой руководил сам лично, единолично, давал указания участникам группы, по указанию которого 10 мая 2021 года 2 участников группы выехали в город Краснодар, забрали оттуда крупную партию наркотического средства. Как выяснило следствие, первоначально героин прятали в соседней республике. Позже один из фигурантов дела, житель села Троицкого 1999 года, расфасовал наркотические средства на более мелкие партии в целях сбыта их путем закладок. Расфасованные вещества уже привез домой. 31 июля сотрудники УНК МВД по Республике Ингушетия в ходе проведения обыска по месту жительства участников группы было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 1047 грамм. Кроме того, были изъяты электрическая кофемолка, весы, все принадлежности для упаковки товара. Преступную группу из 4 человек в итоге задержали, но на момент обыска в частном доме в Троицком их не было. Они находились в квартире у одного из фигурантов дела в Магасе. О том, что тайник нашли сотрудники правоохранительных органов, им было неизвестно, пока сотрудники МВД не приступили к обыску квартиры. В городе Магас также было обнаружено и изъято наркотическое средство массом 364 грамма, который также предполагался в дальнейшем реализовываться бесконтактным способом через систему тайников и закладок на территории Республики Ингушетия. 13 августа 2021 года в ходе проведения обыска в жилище у одного из членов группы сотрудникам УНК было изъято огнестрельное оружие конструкции Макарова, боеприпасы к нему, также сильнодействующие вещества пригабалин, лирика. В настоящий момент оба уголовных дела с обвинительными заключениями переданы в Магасский районный суд. Им грозит срок в тюрьме. 2 участникам нет и 25, остальным по 30 и 34. Всем участникам группы инкриминируется деяние в совершении преступления пунктом А.Г. части 4 228 прим. 1, что предусматривает наказание лишения свободы от 10 до 20 лет. Одному из участников группы, помимо того, что вменялась 4 часть 228, менялась еще 222 и 234. У них руководитель группы неустановленное лицо, которое давало им указания, да, связывало их всех то, что каждый выполнял в этой группе свою роль. То есть, допустим, 2 из них были водители, то есть они привозили, 2 закладчики, там, у каждого была своя роль, вот это их и связывало. На этом расследование Следовательного комитета не заканчивается, ищет руководителя ОПГ, по предварительным данным жителя Средней Азии. Мы не можем сказать, что это одно и то же лицо, то есть они могут называться все Мага и так далее, то есть это не факт, что это одно и то же лицо, но дает им указание лицо, которое находится не на территории Республики Ингушетия. Уголовное дело в отношении этого лица выделено в отдельное производство, по нему проводятся мероприятия, направляются международные поручения, по розыск-магистрали мы отслеживаем лицо, именно на которое уходили денежные средства, вот, которые переводы осуществлялись, то есть за покупку товара. Этих лиц мы отслеживаем, и обязательно, я уверена, в ближайшее время это лицо будет установлено и направлено вместе с ними в суд. Работать курьером всего пару часов в неделю и зарабатывать при этом 100 тысяч рублей. Легкие деньги, быстро, без риска. Таких объявлений в интернете море. Подозрительные вакансии чаще всего рассылают анонимно через телеграм-каналы и боты. А есть даже те, кто умудрились в наглую налепить рекламу на стены многоквартирных домов в Магасе. Перейдя по ссылке, бот сразу тебе объясняет, что и как делать. За легкими деньгами могут с легкостью последовать дети, которые будут совершать эти доставки, даже не понимая, что в пакете. Поэтому родителей просят быть бдительными. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.